Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает наша программа. Я и ведущая Альбина Сидбулаева. Гость нашей программы – патриот Украины, герой, крымский татарин, который защищает территориальную целостность Украины на востоке. Энвер Кутия. Селям алейкум. Алейкум селям. Хош келинез. Энвер, уже 4 года аннексии, уже и 5-й год войны. Как вы считаете, не затянулось ли это все? Почему так все долго длится? С таким врагом это, возможно, и не такие сроки. Потому что враг сильный, подготовленный. Самое главное мы уже сделали, мы уже выстояли. Мы первую волну продержались. Мы не дали ему возможность развернуться по фронту, по всей Украине. Донбасс, Луганск, Донецк — это было только начало. В принципе, планировалось не только эти области. Планировалось лишить Украину самостоятельности полностью. В принципе, для такого врага, я боюсь, что будет еще столько же, если не случится что-то чудо. Вообще война на Востоке началась с аннексии Крыма. Вы помните, как началась аннексия? Когда впервые увидели российских военных, этих же зеленых человечков, так называемых, Аксеновскую самооборону, когда это было? Стало ясно, когда они точно назначили срок проведения референдума, что это уже не шутки, что уже будет разворачиваться уже такая серьезное давление, серьезная игра в Крыму. Уже тогда стало все понятно. Единственное, я почему сразу не уехал, потому что все-таки надеялся, что до 18 мая я буду рядом с народом. Если что-то вдруг начнется, чтобы я был рядом. А после 18 мая, после референдумов, после всех этих провозглашений, присоединений, уже не было смысла оставаться. Кто не мог, действительно, у кого кипело внутри, кто не мог просто так сдаться, тот уже вышел на материк и начал работать уже там, проявлять свой патриотизм, свое нежелание мириться с этим. А чем вы занимались в Крыму? Сначала строил дом. Это когда уже вернулись, как все крымские татары, да, когда вернулись в начале 90-х. Сначала была стройка, надо было закрыть крышу. Мы жили 1,5 года с семьей, мама, отец, братишка, мы жили в вагончике. Поставили дом, зашли, потом уже начался этап обустройства. Где-то искать работу. Как-то надо было начинать уже жить. Не только стройка. Работал в мебельном производстве инженером больше 10 лет. Потом уже как-то так связало все с лошадьми, и я уже решил открывать свое дело и занялся лошадями. То есть хорошими, породистыми арабскими скакунами. Это хобби ваше было? Да, это, скорее всего, хобби. И дети или потому что степные крымские татары больше любят степь, лошадей, и оно все-таки ближе гены сказались все-таки. Все-таки гены сказались в этом вопросе тоже. Ну и лошади есть лошадь. Это благородное животное, оно и в принципе, если есть в доме лошадь, то в этом доме будет счастье, добро и достаток. Я так думаю, это повелось уже от наших предков. То есть в доме должен быть, у крымского татарина должен быть конь.
Вот, Энверга, крымские татары, да, вот мы всегда стремились, наши бабушки, дедушки, вернуться на родину, в Крым, а тут произошла аннексия. Что вас подтолкнуло выехать из Крыма? Вы же также могли бы жить, как и все остальные в Крыму. Ну, наверное, бы не смог. А что тогда вас подтолкнуло? Что произошло такое, что вы вот выехали из полуострова? Не, ну тут много что, конечно, было. И внутреннее, и ощущение, и внешняя обстановка. В принципе, мы и так не очень были желанными в нашем Крыму. На нашей земле мы, в принципе, нас никто, кроме нас самих, там не ждал. А с учетом то, что это все проходит не с нашего согласия, крымские татары не были рады этому, мягко говоря. Стало понятно, что если ты бизнесмен, тебя начнут давить. Уже тогда стало понятно, по какие стороны баррикады мы оказались. Было ясно, что нас будут давить очень жестко. Я понимаю людей, которые остались там. Хозяйство, земля, дом. Такое. Тяжело сделать шаг, чтобы все покинуть, оставить и уйти. Опять начинать все заново. На новом месте, среди новых людей, не на родине. Это тяжело принять такое решение. Ну, Что стало последней каплей? Ну, я ждал 18 мая. Чтобы быть вместе с народом Да. в этот Я памятный думал, день. если что-то будет проходить, и если что-то вдруг начнется нехорошее, я просто хотел быть рядом. Потому что такая скорбная дата, в принципе, это такое значимое событие, которое каждый крымский татарин, он знает. Ходит он на это, принимает участие, не принимает, но в душе он знает, что это и для чего это происходит. В принципе, вот этот переломный момент был 18 мая. Мгм. Когда нас окружили, и над местом проведения летали вертолеты, то есть нас согнали там, как этих, в резервацию. Даже такую дату, которая для крымско-татарского народа Такое очень значимое событие, черная да. страница, да, и Да. в В истории принципе, народа. даже при Советском Союзе, при Украине они не осмеливались как-то ставить палки в колеса вот на такие мероприятия. А тут нас загнали, окружили, еще и под постоянным присмотром. То есть тут стало понятно, если они решились на такое, в такой день, на такое давление, хоть не силовое, но моральное. Потому что колонну сопровождали колонны милиционеров, полицаев. Ну, стало понятно, с нами никто церемониться не будет. И спрашивать нашего мнения уже тоже никто не будет. Нас будут заставлять исполнять их волю. Кто имеет внутренние силы, вот как-то находясь там и сопротивляться, я думаю, это даже намного может быть сильнее проявление патриотизма, чем вот, например, я ушел воевать на фронт. Да, у меня опасность там на фронте, ну, понятное дело, война. Но быть постоянно вот так вот под давлением, ощущать, что ты, кроме тебя и вот твоих людей, твоих знакомых, твоего народа, у тебя никого нет, и ты находишься среди врагов. Это... В вашем окружении тогда многие поддержали российскую агрессию? Были ли те люди, которых вы разочаровались, которых не ожидали, что они поддержат Среди Россию? знакомых есть, а среди друзей нет. В конце мая вы уже переехали в Киев. Это уже Да, в конце 4 мая, года в конце назад. мая, начале июня. У меня как раз подходил срок, надо было продлять паспорт Украины, вклеивать фотокарточку. То есть это был официальный повод выехать.
украинское законодательство уже не делало, паспортные столы не работают. Мне так и так надо было выезжать. А вы российский паспорт не получали? Я не получил. Это тоже такое, скажем, сопротивление было, несогласие с оккупационной властью? Ну, это однозначно. Мало того, у меня дружина не получила российский паспорт. И по российскому законодательству обе мои дочери уже должны были получать российский паспорт. Они тоже не получили. Где-то это тоже стало причиной, чтобы они выехали. Ну, второстепенная причина, чтобы они выехали, покинули территорию Крыма. То есть у меня в семье никто не получил российский паспорт. И вы выехали в Киев? Да, в Киев в начале весны в интернете, в соцсетях было объявление о наборе в добровольческий батальон Донбасс. Я отправил заявку через интернет. Мне сказали, как обычно, подожди, потому что волна пошла сильная, народу хватало, и они уже отбирали так специалистов с опытом, военных. То есть, я понимаю, командование, они выбирали лучших. Но мне когда уже не было терпения, я написал, что я приеду сам. И приехал. Приехал в Новые Петровцы, там формировался батальон. Донбасс, да? Да, батальон Донбасс, Национальной гвардии. Он назывался тогда Второй резервный батальон Национальной гвардии. И вы добровольцем пошли воевать? Это все люди были добровольцы. Никого насильно туда не тянули. Там в лагере было больше 500 человек. Со всей Украины. С Крыма тоже были. Как-то я помню, вот мне врезалось хорошо в память, было построение. К нашему строю подходит иностранный журналист с переводчиком. Переводчик спрашивает, типа, кто хочет дать пояснение, там, рассказать, что, почему. Выходит 3 или 4 человека со строя, вот с нашего взвода, допустим, да, и общается с журналистом без переводчика. То есть люди настолько были интеллигентные, образованные, что они свободно владели английским, иностранными языками. У нас был и банкир был, и депутаты были разных уровней, районных, сельских, городских, и бизнесмены были, и крупные бизнесмены. А как семья отнеслась к тому, что вы поехали клеить фотографию, паспорт, в итоге вы едете добровольцем на восток? Мама не знала. Я сказал, что если получится, я устроюсь на работу. Потому что в Крыму уже с работы уже тогда было напряжно. И жена, дети тоже не знали. Единственная, жена знала, но я так думаю, она не воспринимала всерьез, потому что мало ли, ну поедет, спросит, не возьмут, приедет обратно. Мама узнала, когда я уже был на фронте. И то я так сам проговорился. Но у меня из родителей осталась одна Найка. В принципе, отец офицер морской авиации. Он служил в морской авиации, майор. Майор морской авиации с страны, которой уже нет. К счастью. Вот, в принципе, семья военная, мы поездили по Советскому Союзу. В принципе, вот эта военная гарнизонная жизнь, она знакома. Жена очень сильно удивилась, когда я сказал, что меня приняли. Девчонки переживали сильно. И куда вы в первую очередь попали? Какая местность была, возможно, село, либо город Донецкой области? Первое боевое задание у нас было под Славянском, Николаевка. Мы закрывали возможные пути отхода Гиркина. То есть, чтобы он не прорывался. Вот первое боестолкновение, первого сепаратиста я увидел в прицел там. Это было в начале июля 2014 года. Насколько он был близок? Ну, было далеко, больше километра. Больше километра.
Я запросил по рации разрешение на открытие огня, мне запретили, сказали, наблюдай. Ну, потом пошли наши. Там был короткий бой. После этого, в принципе, нам дали команду закрепиться, и все. То есть на том направлении такого не было. Мы просто, так как это было у нас первое боевое задание, нас, я так чувствую, не пустили в самое пекло, но нас придержали в сторонке. Вот это было первое. Потом Попасная. Вот там, да, там Там были жаркие бои. да, там мы потеряли в первом бою. Убитые были и раненые. И мы попали в засаду такую хорошую. Вот тогда действительно вот, и под обстрел минометный попали. Такое. Вот это был первый настоящий бой. С потерями. Крещение, как говорят в Да, военной. боевое крещение было. Вы также были и в Иловайском котле Ну, в да. конце августа 2014 года. А как вы попали туда, в Иловайск? Это было тоже задание? Ну, батальон разделился. После того, как мы взяли Лисичанск, Северодонецк зачистили, часть батальона отправили в Курахово. То есть я так потом уже были планы заходить в Марьинку. Через Марьинку в Донецк. Ну, что-то там. И всех, вот первую роту, первую группу отправили в Иловайск, в направлении Иловайска. Выяснилось, что там жесткая, такая хорошая оборона. Те силы, которые батальон выставил на это направление, были недостаточны. Потом поступил приказ собрать всех, кто был разбросан, кто в разведке, кто на усиление поддержания порядка, кто на передовой. Их всех сосредоточили в районе Иловайска. Эльвира, мы продолжим эфир после короткой паузы и вернемся обратно в студию. Команда телеканалу АТR завжди тримає руку на пульсі останніх подій. Ми намагаємось висвітлювати усі проблеми, які стосуються Криму. Ми робимо АТR більш доступнішим для кожного, створюючи мобільні додатки. Ми єдиний кримсько-татарський телеканал. І для того, щоб ми продовжували працювати, нам потрібна ваша підтримка. И мы возвращаемся в студию и говорим о Иловайске. Эльвира, было несколько волны, когда украинские военные заходили на территорию и защищали, собственно, и территорию нашу. Когда вы попали в Иловайск, какая тогда была атмосфера, что тогда происходило там? Ну, в Иловайск нашу группу вызвали после того, как уже передовые подразделения зашли туда. То есть стало ясно, что там будет жесткое сопротивление, и нужны были все силы, все возможности, какие есть у батальона для усиления, для продолжения наступательных действий. И тогда всех, кто был занят на других участках фронта, вызвали срочно в район Иловайска. То есть это было где-то числа 19-20. Мы зашли, мы привезли БК, приехали сами, привезли воду, продовольствие, такое. Что тогда не хватило, чтобы все-таки отбить врага? Во-первых, сказалась вот эта советская система управления. То есть вот это вот разброд, непонимание таких широкомасштабных наступательных, оборонительных операций. Где-то в большой мере присутствовало и предательство. Среди украинских военных? Среди украинских военных большей частью командования.
То есть такое было. То есть они вас подставляли во время боевых действий, боевых заданий? Ну, в принципе, запланировано это было или ситуативно произошло. Это, в принципе, должна разбираться квалифицированная комиссия. Это не мой уровень. У меня просто не хватает информации. Но потому что есть по тем сведениям, по тому поведению, как себя вели командование сектора, командование генерального штаба, командование АТО, в принципе, можно было избежать таких вот катастрофических последствий. Потому что наш батальон, те, кто с нами был, и добровольцы, и ВСУ, и Нацгвардия, они, в принципе, ну как, у нас была решимость драться. Мы могли бы там держаться, но вот эти все факторы, которые вот проявились, которое случилось, в принципе, делали все эти усилия марными. То есть мы бы просто там погибли. И вам дали приказ отступать? Ну да, чтобы сохранить людей, сохранить хотя бы часть техники. В принципе, нам уже сказали: пацаны, вы останетесь там, выходите. Ну, собрались, вышли все. Все, кто мог, они вышли. Единственное то, что вот тогда мы уже на себе испытали, что такое слово русского офицера, что такое братская помощь, мыши-братья. А вот это все тогда стало на свои места. И тогда, а если у кого-то были сомнения, с кем мы воюем, за что мы воюем, после Иловайска уже этих сомнений уже не было. Ни в батальоне. Тогда уже было понятно, у нас один враг на всех. И враг такой серьезный и надолго. Надолго враг, потому что так предавать, так подло, ну как вам сказать, это то же самое, что тебя вот предают твои близкие, родственники, друзья. Это очень, очень тяжело было. Ну, вот тогда после Иловайска все, кто даже сомневался, они уже все поняли, что это такое. С кем мы имеем дело. То есть на той стороне это были российские регулярные войска. Да. У вас уже не было сомнений, что это местные жители, как... Не, вот с самого начала операции в районе Иловайска уже стало понятно, что там присутствуют не только ополченцы. Мы подозревали сначала, что там есть добровольцы, инструктора, такое, специалисты, которых привозили. Потому что управлять тяжелой техникой, ракетной техникой, артиллерией, координировать все это с улицы человек не сможет. Это специально обученные, проверенные. Тем более в России 20 лет воюет. В ней есть люди, которые знают, что такое война, как воевать. Другое дело, как они относятся к своим военным. Это другое дело. Начиная с Первой мировой войны, там, Второй мировой войны, Россия, империя, Советский Союз, она никогда не жалела обыкновенного простого солдата. Были недалеко от Донецка, да? Там тоже проводились боевые действия. Ну, в принципе, Иловайск, ты почти... Но вы были недалеко от Донецка. Да, там около 15-20 километров до Донецка было. То есть вообще замысел был правильный: взять Донецкое кольцо и, в принципе, вынудить донецкую группировку сдаться. Но командование, разведка не учли один такой серьезный минус. Это наличие войск сопредельного государства.
А были ли или повстречали вы врага именно там мусульман, которые воюют по ту сторону? Может быть, там есть и чеченцы? Среди пленных, вот, которые мы брали, их мусульман не было. Но когда боестолкновения проходили на близких дистанциях, в принципе, самое такое, ну, не страшно, но просто неприятно, когда ты слышишь с той стороны тоже «Аллах Акбар». Там тоже есть мусульмане, и казахи, и чеченцы, и татары казанские, я не знаю, там, ну, есть мусульмане с той стороны. Пропаганда. Вы сказали, про пленных брали. Много ли пленных с той стороны видели, задерживали? Но, в принципе, у нас с самого начала были пленные. Мы брали с Попасной, Лисичанск. Наши разведгруппы брали на выезде еще пленных. То есть всех не упомнишь. Но вот такие яркие места, когда мы освобождали, заходили в города первые. Да, там были пленные. Кто они? Это простые люди, либо такие с должностями? Ну, с должностями, в принципе, в окопах не сидят. Были местные шахтеры там с Донецкой области, в основном большая масса. Были добровольцы их с России, был гражданин Франции, Иловайский, сам этнический русский, ну, русский по происхождению, гражданин Франции. Словак был. Много было разных. Они объясняли, почему они, допустим, если это шахтеры, да, воюют против своей страны, да? Если это из другой страны, там тот же словак из Франции, что они делают в Украине? Знаете, в принципе, для светских бесед там времени не было. Мне лично вот было без разницы его мотивы. На тот период войны это уже было на втором плане. Это мы их отдавали всех СБУ. То есть всеми пленными занималась СБУ. То, что вот их подвигло на такой поступок, они с другого конца света приезжают к нам на нашу землю воевать за мифические какие-то идеи, меня это мало интересовало. Эльвира, а какое было население? Насколько оно было проукраинским, пророссийским? Либо, допустим, когда я была в Мариуполе, там были села Толоковка, Гнутово. Ну, такая нейтральная, население такое нейтральное, ждали, если будет там придет Россия, так они будут за Россию. Если Украина устаканится, будут там за Украину. Было и такое население. Вот вы были и в Широкино, и в Донецкой области, именно в Луганской области, в селах и городах. Какое там население, с каким населением вы встречались? Ну, там в основном вот большой процент людей, они просто не доверяли украинской власти, новой украинской власти. Страшно боялись бандеровцев, правосеков и фашистов. Вот что меня зацепило в 2014 году, когда мы освобождали, я же говорю, мы несколько городов заходили первыми. Штурмовали и заходили первыми. Ни ВСУ, никто. Мы заходили, батальон Донбасс заходил. И как-то в Лисичанске во время штурма, мы зашли в город, там был обстрел, стрельба, артиллерия работала, гражданские все попрятались. И возле СБУ там есть такое бомбоубежище, еще советское, хорошее такое, стратегическое бомбоубежище. Люди, в принципе, там прятались. И когда мы зашли в здание СБУ, обнаружили это бомбоубежище, нашли там людей гражданских, сказали, чтобы они выходили, расходились по домам, чтобы все закончилось. Ну и оцепили их, чтобы там отфильтровать этих сепаратистов, военных. Там, может быть, кто-то среди них затесался, чтобы проверить.
Вот в тот момент меня очень сильно поразил человеческий страх. Вот. Когда люди из подземелья выходят, а вокруг стоят военные с автоматами такие, только после боя, такие еще все на адреналине. Как они на нас смотрели. Ко мне подходит женщина, пожилая уже женщина с маленьким ребенком, ну, наверное, внук. Подходит и вот спрашивает: вы нас не будете убивать? Я говорю: какое убивать, иди домой, готовь вон ребенку кушать. Я просто не знал, что сказать, как убивать, за что. Как вы думаете, почему они так, скажем, боялись тех же правосеков и... Ну, это ясно все. Это ж Это пропаганда российская, она более из-за того, что российские СМИ вещают в Украине. Пропаганда, да. Это все пропаганда. И отсутствие альтернативных источников. То есть там такое замкнутое информационное пространство, они получают информацию только с одного ресурса, только с России. С России, ДНР, ЛНР. НВРА, вы воевали 3 года, да, 2014, 2015 и 2016 год. Да. Я пришел в начале июня 2014-го, и приказ о демобилизации 5-й волны, уже второй мой срок, в начале августа, в конце июля 16-го. Было страшно? Страшно всегда. Было страшно, конечно. Особенно вот я понял, что такое артиллерия-то в Иловайске. Когда на День независимости нас целый день утюжили со всего, что есть. Вот тогда было страшно. Там, кстати, был такой один веселый эпизод. Они начинали стрелять, заканчивали, опять начинали, меняли позиции, меняли вооружение, то есть бабахали со всего. И как-то нас так застал обстрел, и мы вдвоем с пулеметчиком прыгнули в один подвал и в подвале отсиживались. Часа 2 или 4 тогда шел обстрел. Такое. Страшно было. Страшно было не умереть, а страшно было вот неизвестность, что будет после смерти. Вот. Стоишь вот перед дверью, вот такое ощущение, вот сейчас откроется, а там темнота. И такое. А смешное было в том, пулеметчик, он такой здоровый, высокий парень. И сидим так, в темноте же сидим в подвале. И я слышу, он такой... Ну, сначала мы оба нервничали, то он нервничал, то я так. Потом успокоились уже. И он сидит такой, знаешь, она говорит, я сейчас хочу стать железным человеком. Одеть костюм железного человека, вылететь и навалять тренделей. Вот. Но не было желания встать и уйти? Было желание выйти из зоны обстрела просто. То есть как-то, потому что было такое ощущение, вот когда тебя долго мучат, такое ощущение, как будто именно целят в твой квадрат, в тебя, вот именно в тебя. Не кого-то, а вот все взрывы проходят рядом, ближе, дальше, ближе, дальше. Было желание, я даже уже собрался, но быстро прошло желание, потому что снаряд разорвался рядом, обвалилась стена, завалила проход. Такое. Я быстро успокоился после этого. НВРА, вы были 26 февраля 2014 года около Верховной Рады. Да. Потом поехали воевать на восток Донецкую область. Потом было 3 мая. 3 мая, это мы вместе встречали на границу лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Потом 18 мая, которые летали вертолеты. Потом война на Востоке, вы принимали участие.
Как вы думаете, что может остановить Россию? Какие рычаги могут повлиять на Россию, чтобы они полностью ушли с территории Украины? Я не знаю, как международное сообщество, как эксперты, политологи все это рассчитывают, просчитывают все вот эти возможные варианты. На мой взгляд, единственный возможный шанс, когда Украина вернет свою целостность, когда Крым перейдет, обратно станет украинским, это условие, когда у России кончатся деньги, когда им не будет чем платить своим полицейским, своим военным, когда начнет системно рушиться экономика, государственные структуры, властные структуры. Грубо говоря, когда Россия начнет сыпаться, вот тогда ей не будет дела ни до Крыма, ни до Донбасса, у нее будут свои проблемы. Мы можем попытаться военным путем, мы можем их бить, мы их бьем. Это не это. Просто здесь любая война — это война ресурсов. У России ресурсов, заточенных под ведение войны, заточенные под агрессию, достаточно. То есть мы, Украина, одна, просто у нас не хватит сил. Мы можем их бить, мы их били. Вот ребята в Донецке показали. Мы в Широкино показали. Каждый день пацаны на нуле доказывают, что мы можем их бить. Мы их бьем. Мирах, а вот когда вы сказали, что Крым вернется в состав Украины, и сейчас бурно обсуждают именно тему, чтобы дать крымским татарам и Крыму крымско-татарскую национальную автономию. Есть депутаты, которые выступают против, это и партия Ляшко, и Апоблок. Как думаете, насколько реально и возможно ли реализовать это все? Чего не хватает? Потому что крымские татары и так из года в год доказывают Украине, что они верны стране, а вот готова ли страна дать автономию крымским татарам? Надо исходить из того, кто эти идеи продвигает. Среди простых украинцев, среди населения Украины, в принципе, нету такого явного противостояния давать или не давать. Большинство людей понимает, что это наша земля, и мы имеем полное право на самоопределение и на свою автономию. Они прекрасно знают. В принципе, ситуация с крымско-татарским народом и ситуация с украинским народом, они схожи. И там принижали, уничтожали культуру, язык и обычаи и того народа. Если, я же говорю, это все надо анализировать, откуда это исходит, кому это на руку. Если это непонимание, это одно, а если это продуманный саботаж, это уже другой вопрос. Потому что я вот насколько старался, насколько мог, старался показать своим братьям, кто был со мной рядом на войне, что крымские татары, как сказать, не враги. Они точно так же могут умереть, точно так же могут получить ранения не на своей земле, как считают украинцы, вот как считают те политики, которые против нашей автономии, против надания нам расширенных полномочий на своей земле. Они видели, что я также умираю, в Донецкой области могу умереть, также воюю. В принципе, был один случай под обстрелом, где-то мы сидели в окопах, нас тогда хорошо утюжили, и кто-то из пацанов сказал, говорит, ну где твои татары? Типа, блин,
Ты видишь, как нам тут достается, а ты сидишь здесь один, типа, блин, а нас сколько украинцев. И вот после этого я начал сильно рисковать. То есть я не мог ответить, где они, что, потому что у каждого есть свои причины быть там, где он сейчас находится. Это все потом получит свою оценку после того, как мы победим, как Крым станет украинский. Вот тогда мы будем разбираться, кто, что и почему. А как относились украинские военные к вам? Ну, я, в принципе, очень хорошо разговариваю на русском, без акцента, без ничего. Они сначала косились. Вот первые дни я не мог понять, почему они на меня так смотрят, так общаются осторожно со мной. Потом кто-то с разведки, хороший такой военный, он погиб, к сожалению. Он спросил: ты это, типа, откуда? Я говорю: с Крыма, да? А что так хорошо разговариваешь на русском? Я говорю: да вот так, отец военный, мы всю жизнь жили в России, я ездил по гарнизонам, учился. То есть было такое. Было такое до первого боя, до серьезного, до Попасного. После этого боя все вопросы отпали. Чохсагунс Энверага. У нас осталась минута, и нас смотрят также и в Крыму, и также на материковой части Украины. Что вы хотели бы им сказать? Для крымских татар, которые сейчас находятся в Крыму, я не буду ничего советовать, не буду ничего. Оставайтесь просто людьми. Старайтесь поступать и жить как настоящие люди. Потому что у вас совсем другая обстановка. Вам намного тяжелее сдерживаться, проявлять свои чувства. А украинцам, которые продолжают бороться за свою независимость и за нас тоже, поддерживайте свою армию. Чохсагунс Энверага, что пришли к нам на программу, рассказали более подробно, как проходили события и в 2014 году во время аннексии, и как защищаете целостность нашей страны. Сагунс, что пришли. Оставайтесь на телеканале АТР.